По всей России функционируют организации, утверждающие, что мы все еще живем в Советском Союзе. Наша власть такая и в Северной Осетии. Организация известна как Северо-Осетинская АССР. Ее представители выдают людям паспорта СССР, а также призывают их не платить за ЖКХ и игнорировать законы Российской Федерации. Ну а если необходимо, и оказывать сопротивление сотрудникам МВД. Что же это такое и как же это работает? С одной из жертв свидетелей СССР встретился мой коллега Батрас Дзагуров. Жительница Владикавказа Таира Баллаева всегда хотела вернуться во времена Советского Союза. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что возвращаться и не нужно. Ведь сегодня, в 2020 году, она все еще живет в стране под названием СССР. Шокирующую правду ей рассказала подруга, а за подробностями отправила в некую организацию по улице Куйбышева в центре Владикавказа. Там была очередь, я извинений попросила, толком куда шла, тоже не знала. И мама говорит, пропустите, может, мое дело и не возьмут. Когда уже пропустили, и женщина поинтересовалась, говорит, из-за чего я пришла. Я пришла, что чем вы занимаетесь, вы сами лучше знаете. Это был офис Верховного Совета Северо-Осетинской автономной Советской Социалистической Республики. Таира, к своему стыду, даже не знала о существовании такой республики. Там ей подтвердили, что Советский Союз до сих пор существует, а также объяснили, какие тайны уже много лет скрывают от простых граждан. А у вас, говорит, сколько пенсий? Я сказала 9 тысяч. 9 тысяч, а ты, говорит, знаешь, что ты должна получать 136 тысяч. Ты сдавала свой советский паспорт? Я сказала да. А ты знаешь, где находится твой советский паспорт? Я сказала нет. Таира и без того уже была сбита с толку, а от дальнейших подробностей она вообще едва не свалилась в обморок. Оказывается, ее советский паспорт вместе с миллионами других в 1991 году тайно вывезли в Соединенные Штаты Америки. И все эти без малого 30 лет Таира являлась гражданкой США. Ты здесь, в России, находишься как беженка. Ты гражданка Америки, а находишься в России как беженка. И как беженка у вас должны быть опекуны. А эти опекуны ваши деньги кушают, а вам мизера выбрасывают по 9 тысяч. Таира решила не мириться с такой вопиющей несправедливостью. Чтобы отвоевать у опекунов свои кровные 136 тысяч пенсий, необходимо было заново оформить советский паспорт. Ну, когда там люди сидели и в очереди там, может, говорю, это правда. И она начала меня оформлять. Там надо было свидетельство, там надо было заявление, там надо было 2 фотки и этот паспорт, и ЗАГСа тоже, что зарегистрировано. Все развивалось стремительно. Выяснилось, что дом Таиры тоже ей не принадлежит. Не успела она огорчиться, как узнала, что это даже хорошо. Ведь вместе с паспортом она получит и новое жилье. Надо было только написать заявление, и через пару недель все было бы готово. Правда, оформление оказалось не бесплатным. Пришлось заплатить и за фотографии. Но разве кто-то пожалеет денег ради высокой пенсии, нового дома и, главное, заветного паспорта СССР? В итоге меня оформили, и мне говорят, вы уходите, мы сами разберемся, у тебя все нормально. Время шло и шло, меня никто не зазывает, месяцев уже 3-4. С тех пор дело так и не продвинулось дальше. Таира уже не надеется на 136 тысяч пенсии. Не ждет она и новый дом, вместо этого она начала ремонтировать старый. Но что это за таинственный Верховный Совет Северо-Осетинской АССР? Детали мы узнали у председателя Совета Анатолия Хугаева. Сегодня уже у нас работает Комитет государственной безопасности, у нас работает Министерство внутренних дел, работают многие министерства, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство социального обеспечения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому мы должны организоваться, и если она так называется, Российская Федерация, она должна перейти под юрисдикцию СССР, потому что у него нет правовой основы, у него нет фундамента. Он в воздухе. Иными словами, представители АССР в разных республиках Российской Федерации добиваются одного – правового восстановления советской власти. Задача непростая, и паспортизация населения – это лишь первый шаг. Но дело движется. Сегодня только в Северной Осетии гражданами Советского Союза себя считают более 1000 человек. Причем некоторые из них уже настолько обжились в СССР, что теперь даже отказываются платить за ЖКХ. Эта организация построила свою политику вокруг ностальгии людей по Советскому Союзу. Как известно, за советские постулаты и ценности выступает и официальная партия КПРФ.
Мы решили выяснить, как в КПРФ относятся к деятельности этой организации и можно ли назвать их соратниками. Мы к этой организации относимся очень негативно, в том плане, что сегодня, под таким прекрасным названием Союз Советских Социалистических Республик, просто многие играют на чувствах людей. Многие помнят, какое было это прекрасное государство, социальное государство, и тем самым людей заблуждают, выдают им паспорта, уговаривают, чтобы они не платили за свет, за газ, а тем самым они их подвергают то, что их многие дела оказываются сегодня в судах. В общем, наследники и продолжатели великого советского прошлого так и не нашли общий язык. Сотрудничество не вышло. Представители КПРФ раскритиковали нестандартные методы Северо-Остинской АССР, а заодно поведали, как именно нужно продолжать дело СССР сегодня, в этот непростой период. Мы собрали более 1000 продуктовых наборов для того, чтобы оказать жителям нашей республики помощь. В связи с сегодняшней ситуацией, с этой пандемией, многие сегодня оказались дома на самоизоляции. Мы решили тем самым их поддержать. А как в разгар пандемии помогает гражданам Северо-Остинская автономная Советская Социалистическая Республика? Никак, она эту пандемию просто отрицает. Считает еще одним всеобщим заговором. Да и вообще, разве сейчас до коронавируса? Ведь еще столько людей не получили свои паспорта граждан СССР. Батрас Загуров, Заур Кодзаев специально для программы «В итоге».